Человеку, болеющему туберкулезом, бывает плохо от одной только мысли о еде. Особенно это наблюдается в начале лечения, предполагающего прием большого количества сильнодействующих лекарств. И это серьезное испытание для организма. Важно знать, что такое состояние пройдет, как только организм привыкнет к новому для себя режиму. Пищу надо принимать, даже если не хочется кушать, ведь надо помочь своему организму находить силы для борьбы с болезнью. Так каким должно быть питание при туберкулезе? Во-первых, это регулярность. В день рекомендуется кушать 4-5 раз. Членам семьи важно составить удобный для пациента график приема пищи и стараться придерживаться его. Во-вторых, включение в рацион продуктов, богатых белками, потому что недостаток белков ведет к потере энергии, которая так нужна в длительной борьбе с болезнью. Питание пациента должно быть калорийнее, чем питание обычного человека. Напомним, что белком богаты красное и белое мясо, рыба, яйца, творог, бобовые, орехи и некоторые злаки. Однако в погоне за белками не забывайте об овощах и фруктах, поскольку не менее важное значение имеют содержащиеся в них витамины. И это третий совет медиков. В общем, питание надо сделать регулярным и сбалансированным. В-четвертых, у пациентов с туберкулезом могут возникать проблемы с органами пищеварения, связанные с приемом лекарств. В этом случае врачи порекомендуют дробное питание и специальную диету с включением или исключением из рациона отдельных продуктов. Надо помнить, что слишком жирная пища может повысить нагрузку на печень, а ведь эта нагрузка и так велика в связи с приемом большого количества лекарств. И в-пятых, барсучий, собачий жир, отвары лекарственных трав – это не лекарства от туберкулеза. Мед, кмыс помогают укрепить иммунитет, но самостоятельно тоже не лечат болезнь. Туберкулез излечивается только противотуберкулезными лекарствами. Важно знать, что сбалансированное и регулярное питание – это очень важная часть лечения туберкулеза. Туберкулез излечим.